Защитить ребенка от происшествия на дорогах и объяснить правила дорожного движения – задача каждого родителя и учебного учреждения. Ребятам преподносят уроки о том, как всегда быть начеку и как безопасно переходить дорогу. Но, как известно, дети лучше воспринимают информацию в игровой форме. Дети лицея Дмитрия Карачебана продемонстрировали это, став участниками мероприятия, на котором они сами сыграли различные роли, среди которых были разбойники, не соблюдающие правила, и, конечно же, полицейские, которые строго оценивали действия пешеходов. Что тебе больше всего понравилось? То, что когда вот эти разбойники выступали. То, что говорили, что не надо, и то, что надо осторожно переходить дорогу. Понравилось, как девочки, те, которые рассказывали еще про правила дорожного движения. Как они рассказали. Мы им рассказывали, как правильно нужно переходить дорогу. Но мы им рассказывали правильно, чтобы все делать. Надо, потому что это очень плохо, если сбьет машина. Если бы я был полицейским, то я бы наказывал тех, кто нарушает дорожные правила движения. Им можно дать один шанс еще. Еще один шанс? Да. А почему? Почему не нужно сразу наказывать? Потому что они могут исправиться. А на второй раз уже нужно наказывать? Да. Второй шанс дать, потому что, чтобы справиться. Я бы их остановил и чтобы права показали. Наказывать надо, потому что не надо нарушать правила дорожного движения. То может людей сбить разных. Это очень плохо нарушать правила дорожного движения. Надо переходить зебру. Если нет светофора, ты должен посмотреть в две стороны и переходить дорогу. Еще надо переходить дорогу только когда машина остановится, посмотреть налево и направо. И когда есть такой знак, где человечек там стоит, и тогда тоже можешь переходить, но смотреть все равно в две стороны. А нужно переходить по пешеходному переходу? Да, нужно. Нельзя проходить на красный свет, на желтый готовиться, а на зеленый уже можно пройти. Второй шанс дать можно, но потом нужно наказывать, считают ученики. Уже с раннего возраста дети понимают, что правонарушители не должны оставаться безнаказанными. Не стоит забывать, что по причине невнимательности пешеходов часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Соблюдайте правила дорожного движения. Учите этому детей и с детства прививайте им гражданскую ответственность, так как безопасность на дорогах зависит от каждого из нас.